Тогда я попрошу Рыскулову Алену Руслановну пройти обратно к трибуне. Вы пройдите к трибуне, да? Исходя из просто содержания ваших выступлений. Самат Хаштубекович, у вас есть вопросы к обращающей стороне? Да, есть вопрос. Уважаемый Турага, если сторону можно, да, на государственном языке, если Нет. она понимает. Нет, тогда вы должны были предупредить, тогда бы мы обеспечили перевод. Это язык судопроизводства. Можно я? Я об этом я уже написал письмо на имя Иргуль Сулбековну. Вы направили ходатайство, ой, не ходатайство, а просто на кыргызском языке направили. А вы писали письмо о том, что вы будете на кыргызском выступать? Потому что наше возражение Отсутствие возражения есть или нет? Нет, он не возражал. Вы же подписывали ходатайство о том, что на русском языке будет, на официальном языке. Да, наш Самат Хаштубекович, это язык судопроизводства. хорошо. Это не наша выдумка, да? Хорошо. Если бы вы тогда должны были возражать против ходатайства обращающей стороны. Изначально о проведении судопроизводства на официальном языке. Или в последующем уже перед процессом вы должны были просить, чтобы мы вам обеспечили перевод. Все, хорошо. Можно, да? Да. Уважаемую сторону, согласно Гражданского процессуального кодекса, вот статья 169, там четко написано, да, что вправе извещать суд о причинах неявки. А почему, если вот адвокат, да, он знает процесс, когда была, например, могли бы, правильно? Отвечу на ваш вопрос. Я как раз таки, как ранее говорила, причины могут быть разные. Ну, если именно взять данный момент, представитель истца сидел на судебном заседании. То есть идет судебный процесс, судья выступает. То есть как на тот момент представитель истца, он не мог там, сидя там, позвонить секретарю, либо выйти. То есть идет судебный процесс. Он не мог никак предупредить секретаря, там, суд о том, что вот он сидит в соседнем кабинете на суде. То есть если бы это... Либо возьмем вот тот же пример, который я приводила, скажем, человек в пробку попал. Телефон разрядился. Может быть, и не то, что разрядился, может, у него и нет номера телефона секретаря. Он не может предупредить, сказать, что вот я еду, сейчас минут 10-15. Да, он может, у него есть право известить суд, что об уважительности причины опаздывания либо неявки. Однако ситуации могут быть разными, о чем мы сейчас говорим, что у него не может быть возможности на тот момент предупредить. Вот он шел на процесс, едет на процесс, но всякое может произойти. И если это систематически, тогда да, я еще раз говорю, что злоупотребление. Но то, что один раз, единственный раз он опоздал, тем более он не явился, он опоздал. Есть еще вопрос? Нет, да, можно. А вы сказали, представитель знает о процессе, да? Да, просто он в других процессах был, да, на заседании. Он должен извещать суд о причинах неявки. Я так считаю, да. Дело в том, что на том процессе, на котором был, он был на 2 часа ранее, чем следующий. Поэтому он был уверен, что он успеет на следующий процесс. Потому что на практике судебные заседания ведутся час, но максимум 1,5. То есть он знал, что он вовремя успеет. Но так как процесс начался с опозданием, и он опоздал на следующий процесс. Поэтому он не мог предупредить. Самат Хаштубекович, вы меня извините, да? Давайте по правовой стороне вопроса, хорошо? Остановимся. Здесь на самом деле
по какой причине конкретно опоздал в данном случае заявитель на процесс, да, это не столь важно. Да. Здесь именно с правовой точки зрения оценки, с точки зрения правового регулирования, да, и с точки зрения тех мер, которые принимают суды, основываясь на той норме, которая оспаривается на сегодняшний день. Хорошо? Да. Есть Больше вопросы? Есть у вопросов вас? нет. Да, да. Пожалуйста. Есть больше вопросов? Больше нет вопросов, да. Уважаемые коллеги, есть у вас вопросы? Да, пожалуйста. Так, уважаемая Алина Расколовна, Руслановна, извините, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вам известно вот о том, какой период занимал, какое время ушло от начала поступления искового заявления, вот этой гражданки, да, и до принятия судом определения об отказе, то есть об оставлении заявления без рассмотрения? Сколько времени это занимало? Если известно. Если Да, нет, то не надо. в Так, принципе, это не важно. примерно это получается, исковое заявление было подано в начале 2022 года, это месяц февраль. То есть первые заседания, то есть подано было еще ранее, первые заседания, они начались в феврале, и последнее заседание, где было оставлено без рассмотрения, это было 13 июля, то есть это уже полгода, то есть 6-7 заседаний было в течение полгода. После оставления без рассмотрения, то есть мы вот данное дело до сих пор длится, и только в районном суде, и полгода заняло только вот по данной причине. То есть пока мы до Верховного суда дошли, пока обжаловали, пока спустили, то есть данное дело вот до сих пор длится. Понятно. Вот еще скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вы по этому вопросу, начиная от подачи ходатайства, тот же суд, да, Аламудынский, Мгм. потом по апелляционную жалобу, 616, потом пересмотр в кассационном порядке, да? То есть все инстанции вы прошли? Да, Прошли. То Ну. есть получается, что законодатель предусмотрел в таком случае все механизмы судебной защиты и пересмотра дел, решений судов, правильно? Так в чем же тогда получается, на ваш взгляд, ограничение прав граждан в плане судебной защиты? И сразу, пожалуйста, ответьте, в чем дискриминационный характер вот оспариваемой вами нормы? дискриминационный характер в том, что у человека, получается, нет права элементарно, если простым языком сказать, опоздать. То есть и в последующем его уважительность причины также не воспринимается судом. То есть если бы суд, да, если бы по данному примеру суд сказал бы, хорошо, уважительность причины была и отменил бы свое определение, то здесь, можно сказать, тогда такой большой волокиты бы не было. Но здесь дискриминация в том, что уважительность причины была, суд не удовлетворил, и, как я ранее сказала, и в кассационном порядке тоже данная бы жалоба было бы не удовлетворено, если бы просто по счастливой случайности в материалах дела не оказалось бы, что он не был надлежащим образом извещен. То есть, если бы, я еще раз повторю, что если бы извещение было, то и кассационным судом жалоба представителя истца не было бы удовлетворено. Здесь и говорится о дискриминации. Да, механизмы предусмотрены, однако по статистике, то есть это большой процент того, что оставляются без рассмотрения только потому, что истец один раз не явился. То есть вы говорите, что вот эти запреты на дискриминацию, установленные Конституцией, вот какой из этих признаков, да, дискриминации, установленной Конституцией, в вашем случае задет? Вы знаете, да, какие запреты есть? Какие запреты Не, на вы дискриминацию? вообще понимаете суть дискриминации? Вы, Да. дискриминация – это по отношению к тому-то, да, сравнительно тех-то, по сравнению с кем вы в данном В случае. данном случае с ответчиком. То есть у ответчика, как я ранее озвучила статью, то есть у ответчика
Ну, по данному примеру, то есть ответчики могут не приходить, опаздывать, но судебное заседание продолжается. То есть даже в заочном порядке, в отсутствии ответчика, суд может рассмотреть в заочном порядке, но также в статье говорится, что это на усмотрение, скажем, суда, что может. А дискриминация в отношении истца, то есть там не предусмотрено, что может быть оставлено, то есть там конкретно говорится, оставляется без рассмотрения. Поэтому в отношении сравнительно с ответчиком, то идет дискриминация в отношении истца. Ну, хорошо, вы не ответили на мой вопрос о судебной защите. Хорошо, ладно, это ваше право. В таком случае скажите, пожалуйста, вот вы и, кстати, ваш коллега апеллируют статистическими данными. Хотя это не возбраняется, конечно, это можно, да? Тогда скажите, пожалуйста, в случае, вот как вы полагаете, значит, только лишь при систематических опозданиях, да, суд обязан был, да, принять такое решение, да, вот полагаете, было бы справедливо, да, на ваш взгляд, да? А в таком случае не будет ли этот фактор влиять, опять же, на уровень волокиты в судебной системе, на вот эти вещи, на судебные тяжбы, годами, месяцами сидеть в фандай? Как вы считаете, на ваш взгляд? Мгм. В предыдущем Гражданско-процессуальном кодексе было предусмотрено, что оставляется без рассмотрения при неявке истца подряд 2 раз. То есть это считаем, что было более справедливо, потому что подряд неявка 2 раз истца, то есть это уже идет злоупотребление своим правом, и здесь нет волокиты. То есть 2 заседания сравнительно, если годами ходить обжаловать и доказывать свою уважительность неявки, то 2 заседания, оно не настолько ведет волокиту. При действующем Гражданско-процессуальном кодексе нет, то есть нет такой возможности здесь, то есть не явился, все, оставляется без рассмотрения. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Начинаем с Харбина. Полина Руслановна, я вижу, что вы практикующий юрист. Не включился микрофон. Вы как практикующий юрист, я хотела задать вопрос. Вот есть такое мнение о том, что, ну, если один раз истец не пришел, ну, как бы суды понимают, могут отложить. Или вот в вашей практике вот норма есть, и по этой норме один раз не явился, судья сразу принимает такое определение об оставлении без рассмотрения. Как? Да, на практике такие есть. То есть если истец предупредил заранее, то да, судья откладывает заседание. Если он не предупредил, вот как в данном случае не смог предупредить, то сразу оставляется без То рассмотрения. есть сразу судья применяет это императивно, да? Да. Ага. Второй вопрос тогда у меня. Вот по поводу уважительности причин. Суды используют единые критерии уважительности причин вот в вашей практике, или все-таки есть такое широкое усмотрение у судьи, что есть уважительная причина? Чаще всего суды принимают, если есть подтверждающий именно документ на бумаге. То есть если он там предоставил именно в бумажном варианте, что с печатью, там, с подписью, тогда да, тогда есть документ, судья может сказать, да, есть уважительность причин. Вот, допустим, даже если принести больничный лист, либо еще с других органов. Если нет документа, если это вот голословно, то есть он просто сказал, что там вот задержался или в пробке был, то есть суды это не принимают. И последний вопрос тогда. В вашей практике тоже так было, что вы подавали, вам отказали, вот Меркулову представил столько этих у нас актов, да, определений. Всегда ли каждый раз от вас требуют уплаты государственной пошлины по новой? Если нет справки о том, что гражданин состоит на учете как малоимущий, то да, обязательно госпошлина должна быть уплачена. И норма о том, что есть рассрочка либо отсрочка, это крайне, это тоже нужно кучу документов предоставить, чтобы отсрочить или рассрочить уплату госпошлины. Просят сразу оплатить. А госпошлина, она порой очень высокая. Все граждане, даже не малоимущие, все равно им, допустим, вот в данном случае женщина, Кадырмышева, она развелась, с 2 детьми осталась,
Ей мало того, что себя содержать, детей, и вот госпошлину в 60 тысяч оплатить ей было очень тяжело. А повторно оплачивать тем более. Да, Меркуль. Скажите, пожалуйста, вот в день, когда было вынесено определение об оставлении заявления без рассмотрения, вы сразу подали это ходатайство об отмене? Да, Или через сразу. в этот же день? Да, ну, в этот же день. Ну, сразу, потому что представитель истца, он же был там, то есть он, когда подошел, уже судья был совещать, а даже когда было вынесено определение, он там же сказал, что вот я здесь был, я вот был в соседнем кабинете, то есть он потом сразу ходатайство подал. Да, значит, определение об отставлении заявления без рассмотрения в любом случае же это обосновывается, да, судьей, то есть даже свое усмотрение, почему он считает эту данную причину неуважительной. Он обосновал же, да, в определении своем? Да, то есть просто говорится, что не предоставлены доказательства уважительности причины неявки. Когда было рассмотрено тогда это ходатайство ваше? Через какое время? Так, сейчас. Секундочку. Это где-то 23-го. Так, да, 23 августа, августа, то есть да? когда повторно, да, было рассмотрено ходатайство, 23 августа, то есть Да. буквально через... Потом вы обжаловали в апелляционном порядке. Мгм. Это получается тоже где-то через месяц или через полтора, да? Да, то есть во второй инстанции это занимает 2 месяца, 2 можно месяца, да. смело сказать. Ну, А в плюс, Верховном суде вот Сентябрь, октябрь, потом вы в Верховный суд подали. Да, И в общей сложности у вас получилось сколько месяцев? ну это до полугода доходит. Вот, Полгода дошло. да, на данный момент, к примеру, Верховный суд загруженный, и то есть там кассационная жалоба самое ранее рассматривается через 3 месяца. Если бы 4. кассационная жалоба, как вы говорите, не увидела бы, да, вот то, что вовремя не было предоставлено извещение, и как бы поддержала бы апелляционную первую инстанцию, то, соответственно, вы пошли бы обратно по той же схеме и обратно госпошлину платили бы. Да. Хорошо. Вот один вопрос. По ходу возникает вопрос вот, относительно уважительности причин неявки. Вот скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что один раз это несправедливо, да. А вот при повторном опоздании там может быть также причины, уважительные причины? Вот и считаю, что обоснованно будет оставить без рассмотрения судом, если это уже повторное. Вот, как говорю предыдущим, говорится, что если подряд истец пропустил, тогда суд оставляет без рассмотрения. То есть это более гуманно, я бы так сказала. То есть, как говорится, из двух зол меньше, да? То есть здесь получается только лишь надо представить повторную возможность, значит, этому, да, значит, заявителю, истцу, вернее. А в плане причин явки, неявки, как бы это второстепенный вопрос, да? Нет, это не второстепенно, то есть даже в этом случае истец может предоставить, если есть уважительность причины, а там уже на усмотрение суда. То есть В таком случае, вот, допустим, аналогичный случай же, опять же, один в один произошел. Ну, представим, что законодатель представил вам повторность, да, и повторный раз, значит, опаздывается, значит, по уважительным причинам, опять же, по всем инстанциям прошли, и суд не удовлетворил заявление ходатайства. Как в таком случае получается нормы, которые вы оспариваете, значит, они как будут выглядеть и соответствие Конституции, на ваш взгляд, как практикующему юристу? Да, то есть мы говорим, что дискриминация идет именно в соотношении с ответчиком. То есть у ответчика есть возможность, а у истца нет. К примеру, могу еще один пример привести, там, где я выступала с обратной стороны, со стороны ответчика, и не пришли, сторона истца, он сослался на то, что он встречал представителей истца, встречал свою сестренку в аэропорту и тоже опоздал на заседание. То есть он предоставил там документы, что он был в аэропорту, что там сестренка прилетала. Но, к примеру, так как я была со стороны ответчика, то есть это для нас был большой плюс, что он не пришел и оставили без рассмотрения. Но вот он обжаловал до Верховного суда, и то есть мы
мы со своей стороны тоже боролись, мы тоже предоставили доказательства с аэропорта, что именно в тот день данного рейса не было. То есть мы сказали, что это... я сейчас не могу сказать, но на самом деле был в аэропорту или нет. То есть мы предоставили тоже бумагу о том, что такого рейса не было. И в кассационном порядке оставили их жалобу без рассмотрения. То есть, допустим, мы как со стороны ответчика, для нас это было плюсом. Но если посмотреть с их стороны, то тоже, скажем, несправедливо оставили. Ну, понятно. Они дальше, Понятно. возможно, Спасибо за из-за вопрос, невозможности за ответ. госпошлину оплатить, Ясно, они не спасибо подавали в суд. за дополнение. Тогда, значит, вот относительно, опять же, дискриминации, вот вы, значит, повторяетесь. Мгм. Значит, по вашему мнению, получается, природа статуса ответчика и истца одинаковая? Именно в данном случае нет. То есть, Так, в чем разница? разница в том, что если ответчик не явился, то есть вот у нас ответчики злоупотребляют именно этим правом, то есть они могут один раз не прийти, 2 раза не прийти, а потом в последующем они закидывают в суд ходатайствами, что не могут прийти. То есть 1-2 раза они смело, без оставления ходатайства об отложении, то есть они могут смело не прийти. А истец так не может. Понятно, это ваше понимание. Но скажите, значит, ведь все-таки ответчик, само слово ответчик и истец, само за себя говорят. Истец — это активная сторона, по вашему взгляду, это или пассивная сторона? Мгм. Истец, на ваш взгляд. Да, истец активная сторона, ответчик пассивная, однако именно на судебном заседании у них равные права, то есть оба они могут одинаково подавать ходатайство, отвечать на вопрос, задавать вопрос, подавать, то есть там все равное, а именно когда по норме неявки, то здесь уже Понятно. идет Значит, различие. таким То есть образом вы считаете, что законодатель может не обращать на это внимание, да? То есть вот эти их как бы природа статуса. Вы понимаете меня, да? да, я То понимаю. есть истец, наверное, больше заинтересован, как вы считаете, в данном случае, в вашем случае? Он Да. заинтересован больше, чем ответчик? Да, непременно истец больше Это я заинтересован, и хотел но сказать об это этом. не должно... Есть, видимо, определенная разница в их статусе, положении, да? Да, ну... Ну все, тем спасибо. Мгм. Нет больше вопросов. Присаживайтесь.